В Айкино построили и ввели в эксплуатацию водопровод. Благодаря новому объекту около многоквартирных домов по улице Жижева удалось установить автоматизированные колонки. Ранее жильцы этой улицы воду были вынуждены набирать в колодцах или роднике. Теперь к сети водоснабжения могут подключиться и айкинцы, проживающие в частных домах неподалеку. Планируют ли дальше местные власти развивать инфраструктуру села, расскажет Наталья Юрина. Вместо нажатия на рычаг – легкое прикосновение ключа к колонке. Воду автомат выдает по 5 литров. Новые объекты запустили в начале апреля и уже модернизировали по просьбе жильцов. 5 литров. Вот. Это хорошо, что железные сделали вот это. Было пластмассовое, а это дети приходят, выходят с домов и ломают было, а теперь железные, очень хорошо. Первые современные водоразборные колонки в Айкино появились 4 года назад и зарекомендовали себя с положительной стороны. 3 новых по типу такому же. Разница лишь в обновленной программе. 3 водоразборные колонки оборудованы программным обеспечением, которое может выдавать не каждому человеку, не, грубо говоря, не краном, не выключателем, а только тем людям, кто заключил договор с Усть-Илимской тепловой компанией. Вот. На сегодняшний день программное обеспечение этих колонок не совсем поддерживается нашим реализационным программным обеспечением, поэтому мы при отпуске воды пока оперируем только нормативными цифрами. То есть если прописан 1 человек, соответственно, человек будет платить по нормативу за 1 человека. Вот. Я думаю, в течение месяца 2-3 все-таки доработаем вот эти программные несоответствия и будет отпуск производить из фактического потребления. Вода выдается строго по чипу. Более 40 собственников квартир уже заключили договоры с Усть-Илимской тепловой компанией. Платить за воду, хоть и уличную, жильцам придется по тарифам для водоразборной колонки. Приносим ключ считывателю. Если этот считыватель внесен в базу, соответственно, заключен договор, электромагнитный клапан открывается, дозатор рассчитывает объем, который нужно выдать. Контроллер, который здесь расположен, запоминает, какой ключ, сколько раз прикасался в течение месяца, сколько воды забрал. Колонки появились благодаря строительству водопровода протяженностью более километра. В дальнейшем к этой сети могут подключиться и частные дома. Новшество пока оценили жители, проживающие на улице Жижева. У нас середина, если идти до первого дома, у нас очень далеко получается. И теперь уже в последнее время брали с родника, это еще дальше. Черпали оттуда воду, потому что там лед упал и невозможно было набирать. И теперь, конечно же, мы очень рады, что есть колонка, что есть чистая вода, потому что в колодцах все равно не чистая. Принесешь воды, надо еще скипятить, чтобы что-то приготовить. А вот мы очень рады сейчас, что есть колонка. В колодце была грязная вода. Сейчас, когда колонки заработали, мы пьем чистую воду, и это очень здорово. В этом году жителей улиц Коинова, Исакова и Центральная тоже ждет приятное обновление. В конце прошлого года село Айкино вошло в программу газификации республики. Как итог, появится новый газопровод. На его проектирование и строительство потратят примерно 60 миллионов рублей. Газовые сети-то работают нормально, в нормальном режиме. Просто очень много сейчас у нас строится, люди строят новые дома. Мы живем в современном мире. Мы хотим, естественно, нормально жить. Мы хотим иметь горячую воду. Мы хотим отопление. Конечно, оно более дешевое, газовое. И вот проблема-то с техприсоединением данных домов, потому что вот разветвленности такой сети нет, поэтому решили вот строить. Протяженность газовых сетей составит более 8 километров. Объект планируют сдать в этом году. Благодаря ему газ поступит в 110 домов. Наталья Юрина, Павел Фетисов, телеканал Юрган.